Ну вот этот миф. Вот, по сути дела, Российская империя, она крала историю других народов. Она их поглощала, пыталась поглотить, кого-то поглощала на самом деле, как практически поглощен, допустим, мордовский народ, очень сильно ассимилированный. Даже некоторые называют сейчас, вот хотят как-то обидеть россиян, называют их мокшами, например, да, хотя мокши это вообще отдельная культура, такая мощнейшая была, и материальная, любая другая, да. Просто вот, происхождение названия не очень красивое, да. Ну вот такая вот история, да. Зачем россиянам эти сказки про других, и зачем им это было всегда нужно, и они повторяют это сейчас, легенду про русский Крым, в котором никогда не было ничего русского, про такой же народ, как мы, украинцы, с таким же языком, как мы, только диалект. Тот же народ, да. Да, тот же народ. Зачем? Вот объясни мне, как историк, смысл концепта. Не, ну ты задаешь вопросы, типа, стой на одной ноге, быстренько расскажи, в чем смысл жизни и что такое любовь, да. Значит, если очень быстро, то, во-первых, очень важно различать русские и россияне, которые служат российскому режиму. Русские для меня такие же братья, как крымлы, как украинцы, как евреи, как кто угодно. Но те имперцы, которые живут в современной Российской империи, являются носителями имперской именно философии. Это не только русские, безусловно, конечно. История, да. Там среди этих имперцев есть и русские, и украинцы, и евреи, и татары, и кто угодно. Татары разные, в том числе и казанские, астраханские и так далее. И крымлы, я думаю, среди них есть. Смысл-то в том, что Россия на сегодняшний день последняя европейская империя. Когда я писал учебник истории для 9 класса год тому назад, то я написал, что у каждой империи есть свои особенности. Особенностью российской колониальной империи было то, что территории колоний примыкали к территории метрополии. То есть, если у Великобритании была колония где-то Индия, где-то Австралия, Канада и так далее, то колонии Российской империи, это с севера на юг, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Беларусь, Украина, Кавказ, Средняя Азия, Дальний Восток, Сибирь и так далее. Кто-то скажет, так подожди, а что же остается от России? От России остается тот центральный район, значит, где, собственно, формировался русский субэтнос, этнос и так далее. Но смысл-то в том, что те территории, неважно под каким соусом они входили в состав Российской империи, или так называемое добровольное присоединение, или... рассказывали северные народы про добровольное присоединение. Если взять северные народы или дальневосточные, я даже напоминаю, допустим, коллегам говорю, смотрите, вы помните картину Сурикова «Покорение Ермаком Сибири»? Это же было покорение, это шел Ермак, да. То есть вы же посмотрите на эти хотя бы художественные полотна. И вот эта империя, она возрождена была большевиками, и сейчас эту империю возрождает Путин. И на самом деле особенностью империи, во-первых, что такое империя? Империя – это, в принципе, лоскутное государство, собранное из национальных различных территорий под мощной единой центральной властью, и империя существует до тех пор, пока она присоединяет к себе новые территории. Как только территории начинает одна, вторая отпадать, империя рушится. Почему критически важна для России Украина? Без Украины это обрезанная, неполноценная империя, и начиная от Ленина и заканчивая там другими вождями-террористами, говорили о том, что Советский Союз или российское мощное государство не может существовать без Украины. И империя должна формировать свой миф, должна конструировать свою историю, которая, ну, желательно, чем древнее, тем лучше. И поэтому вот родилась вот эта теория, что Москва – это Третий Рим. Кроме москвичей об этом никто не знает. Во всяком случае, в Риме это неизвестно.
Ты знаешь, что, извини, перебью, там, вот Иван Грозный, я не знал до того, как исторический документ не прочитал. Иван Грозный, Иван IV, называл себя прямым потомком Гая Юлия Цезаря, Октавиана Августа Великого. Да. Серьезно, это не шутки были. Да. Ну и вот величие, значит, там Руси, во-первых, смешивается понятие Русь и Россия. На самом деле Русь или Киевская Русь или Древняя Русь не имеет ничего общего с российским государством. Украли название, просто да. украли название. Кстати, такие прецеденты, они есть в истории. Например, литовцы носят название литовцы, а ведь в древности, в средние века литвинами называли нынешних белорусов. То есть это название тоже перешло. Или прусаки живут, да, в Пруссии. А прусы когда-то было славянское племя, которое германские племена покорили, уничтожили, ассимилировали. Осталось одно название – прусы. То есть это не оригинально, но вопрос другой, что это настолько эксплуатируется в идеологии. Например, в России есть официальный праздник победы русских воинов Александра Невского над немецкими рыцарями, там, над шведскими рыцарями. На самом деле русские воины и Россия появились аж в 18 веке, то есть через полтысячелетия, чуть-чуть позже. И говорить о русских воинах во время 13 века, это все равно, что говорить о техасских рейнджерах, которые туда прибыли. То есть это бред полный. Но кушают, потому что вообще-то, вот мы сегодня обсуждали этот вопрос, есть вменяемые историки, которые очень многие рискуют, живя в России и пытаясь развенчать вот эти вот имперские мифы. И для этого надо намного больше смелости, чем мне здесь в телестудии АТР. Точно так же, как намного больше мужества нужно крымлы, которые живут в Крыму и отстаивают свою честь и достоинство.